Прямая телефонная линия у Дербинского выполкома по вопросу профилактики социального неблагополучия. Ковятка слушалась. За 2 гадзіны работы прамой тэлефоннай лініі па прафілактыцы сацыяльнага сіроцтва 8 трывожных званкоў. Усе яны патрабуюць тэрміновага рэагавання. Эти факты, естественно, будут проверяться. Никого мы заранее никаких мер не принимаем. Они будут тщательным образом проверяться. Но в случае необходимости будут приняты все необходимые меры по своевременному изъятию детей из семьи и защите их законных прав и интересов. На уліку ў Столінскім райаддзеле ўнутраных спраў 89 сем'яў, а гэта 221 дзіця ў сацыяльна небяспечных умовах. Семьями СОП не состоят на учете не менее 6 месяцев, регулярно посещаются сотрудниками РОВД, а также иными заинтересованными ведомствами. Основная причина попадания, скажем, детей в СОП или нахождения детей в СОП является факты злоупотребления родителями спиртных напитков. Алкаголизм и основная причина ухиления так званых обовязанных особ от працы. На працоўныя месцы таких работников доставляют примусово. Паводле дэкрэта номер 18 особы, позбавленные бацькоўскіх правоў, обязаны компенсовать державе выдатки на утрыманне их детей. Я недавно вернулась с места лишения свободы за элементы. Сейчас становлюсь на пути исправления, хочу вернуть детей. Установиться в родительских правах. Сделать ремонт дома, обустроиться, потом установиться в родительских правах. Для того, каб агучаныя ожидания збылося, свае намеры Галина повинна доказать не словом, а справою. Правда, большасць абавязаных асоб нават і намераў такіх не маюць, але дзеці не дзеляць бацькоў на былых і сапраўдных. Выхаванцы рэчыцкага сацыяльнага прытулку кожны дзень жывуць чаканнем сустрэчы з мамамі і татамі і пішуць ім лісты. Каб моя мама прибиралася у дома, и каб моя мама приезжала до нас и не пила водку. И чтобы у нас все было хорошо, и мы сюда больше домой не попадали. Дорогая мама, я тебя умоляю, прошу, от всей души не пей. Забери нас с приюта, старайся исправиться, я тебя люблю. И я еще хочу пожелать маме, чтобы она старалась, чтобы она нас очень любила, чтобы она нас больше никогда сюда не впускала. Ці пачуюць іх мамы, ці захочуць і змогуць вярнуць сябе чалавечае аблічча і дзяцей. Пытанне адкрытае. В 2015 году 58% детей были возвращены в биологическую семью. Из всех прошедших реабилитацию, из 31 ребенка, в семьи не попали 2 детей. Основная наша цель – это возвратить ребенка в семью, либо создать для него новую семью. И мы над этим успешно работаем, и показатели, в принципе, это подтверждают. Пераважная большасць такіх дзяцей марыць вярнуцца менавіта ў сваю сям'ю, родную. Усе напісаныя выхаванцамі прытулку лісты будуць перададзены іх бацькам. Марыя Кобіца, Ліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брест».